Меня зовут Мурзаев Замир. Я сегодня посетил круглый стол в штабе татар, где мы говорили сегодня о создании новой общественной элиты национальной. И что я хочу сказать, мне кажется, вот в первую очередь, что все должно идти из семьи. У нагайцев, вот у моего народа, есть такая поговорка «Уясында не көрер, ушханда сон этер», что ребенок увидит в своем гнезде, то он будет делать, когда вылетит из него. Любовь к своему народу, любовь к своему родному языку должно взращиваться, мне кажется, с детства. Уже отцом, с матерью должно впитываться просто вместе с молоком. То, что делается, допустим, в школах, то, что делается в общественных организациях, мне кажется, это уже вот вторичное. Мы сегодня затронули наконец-то ту проблему, которая интересует всех. То есть взращивание плеяды, я думаю, не элиты, а плеяды молодых людей, готовых дальше вести тюркскую молодежь к вершинам, к праведным вершинам. И в данный момент вот то, что обсуждалось, получение элитарного образования, поиск инвесторов, спонсоров, создание общеобразовательной программы. Сейчас вот, глядя на современную молодежь, чувствуешь их духовную, нравственную бедность. И в этом есть часть нашей вины. Это порождение 90-х годов. Я приехал в 90-х годах в Москву, как раз за рождение национальных автономий. Тогда, вот знаете, вот в едином порыве создавались новые республики, автономии, 5-е, 10-е. У народа само по себе возникало желание, чувство свободы, независимости. А сейчас, как бы, глядя на молодежь, чувствуешь у них зависимость какую-то, интернета-зависимость или еще что-то. Я думаю, все беды пришли из-за интернета. Сегодня очень много уважаемых людей, тюрков, выступило, сказали о наболевшем, об ущемлении каком-то со стороны властей, со стороны этих. Но мы тюрки, мы вольные. Наша история насчитывает свыше 2000 лет. И мы должны передать эстафету следующему поколению. Основной вопрос данного вечера – как вырастить элиту. Причем стоит отметить, что вырастить не просто элиту, а вырастить национально ориентированную элиту, которая бы не просто смотрела бы в свой карман, а именно бы смотрела в сторону своего народа, думала о том, как сохранить свою культуру, традиции, ценности, чтобы эта национально ориентированная элита не думала о том, как не смотрела в сторону Запада, а именно хотела остаться здесь, чтобы воспитывать своих детей, сохранять традиции. И есть такая поговорка, то, что татарин — это не тот, кто говорит на татарском языке, а тот, у кого внуки говорят на татарском языке. То есть именно такой должен быть посыл у современной молодежи, у современной элиты, которую мы хотим вырастить. Конечно, это сложный вопрос, но я думаю, что такая элита формируется именно приходя в такие татарские культурные центры. Вот он видит все, общается с молоком матери, впитывает свои национальные качества, и тогда у него это никогда не забудется. А если он будет далек с детства от родного языка, конечно, ему это будет чуждо. Он татарином-то не будет признаваться, потому что будет стыдиться этого. К сожалению, сегодня, хотя их достаточно много, людей, видных людей из среды и политической элиты, и экономической, и творческой в Москве, но они, к сожалению, даже представляют собой даже не аморфную массу, а какую-то атомизированную, разрозненную какую-то структуру, даже не структуру, вот состояние. И если мы будем говорить о элите сегодня, вот, то первый вопрос возникает о том, чтобы как-то структурно их организовать. Вот, допустим, было бы неплохо, если представители штаба превратили бы вот эту аморфную такую кучу людей в некую такую собранную элиту. Если это невозможно, то возможно, наверное, другое. Сегодня надо констатировать еще тот факт, что татарский народ, мне кажется, сейчас находится в том состоянии, когда его национальное воспроизводство поставлено под вопрос не только элиты, а самого народа. В этом смысле надо, конечно, формировать элиту. Это не само собой организующаяся, как в прошлые годы,
явление, его надо организовывать и прикладывать к этому усилия. В этом смысле вот в штабе татар занимается весьма важным делом. Сюда приходят молодые люди из лучших вузов, московских вузов. Они между собой здесь общаются, знакомятся. И есть надежда, что в будущем, находясь под опекой штаба, они станут достаточно национально ориентированными. И это хотя бы даст возможность как-то сформировать то ядро элиты, которое будет поддерживать существование татар в Москве.